Давайте начнем. Здесь у нас сидят 4 банана разместили, да. Вот мы копаем еще вот эти 2 лунки для наших бананчиков, да. А как глубоко нужно копать? Обычно мы копаем на штык лопаты, да, и должны перемеряться. Вот смотрим, у нас сорняков здесь нету, да. Все сорняки должны убрать, да. Вот подготовили ямочку. Здесь у меня земля очень хорошая, да. Ага. Она очень-очень удобрена. Да, удобренная, хорошая почва, да. И должны примеряться. Мы прикидываем наш бадан, да, смотрим. Если мы сажаем, да, то наш бадан должен не быть заглубленным, да, не должен корни выходить наружу, да. И если будут сорняки, мы должны их всех вот эти сорняки убрать, корневища в основном, да. И наш бадан должен сидеть примерно на таком уровне. Вот видите, да, вот то у нас, корни. да, корни закрыты должны быть, да, и часть, вот этот корневища, да, нижняя часть должна быть в земле. Получается, мы должны корни расправить, да, вот так подправить. И уже примерили, да, все нормально. И мы должны сейчас пролить. Сейчас берем воду. Вода обычная, озерная. Обычная озерная. Да, можно дождевую, можно. Если это водопроводная вода, вот пролили. Она такая тепленькая должна быть, да? Нет, не обязательно. Не обязательно. Да, это наши многолетники, они все очень такие неприхотливые, они устойчивые. Вот пролили, да, и она должна немножко осесть. Рядышком, да, на каком расстоянии мы должны сажать многолетник. Это тоже всех волнует. Да. Обычно можем найти вот такими маленькими растенюшками, да. Вот это маленькое растение, да, оно достигает где-то 2 или 3 вот таких куста, ну, как будто соединенных, да, получается, вот такая вот шапка будет у нас одно растение, большое, уже генеративное, да, взрослое растение, да, и из расчета этого, да, мы примерно должны прикинуть где-то 40-50 сантиметров, вот так, и нам будет красиво, если какая-то часть растение, да, будет выходить за пределы нашего вот этого зоны, да, бордюра может выходить. Поэтому... бордюр это же можно просто, это даже можно линолеум использовать, да? Бордюр может быть разным, можно использовать даже, знаете, доску можно использовать. Главное, чтобы она была эстетически красива, да, и чтобы функцию защиты от сорняков она выполняла. То есть 20 сантиметров вглубь земли. Да. Она должна быть кухня. Да. Либо это бордюрная лента, либо это линолеум, либо это доска. Люди еще могут сделать, да, более те, которые основательно делают, да, прямо бетонные есть же плиты, прям бетонкой можно сделать или какими-то. Ну, в общем, да, это на любой кошелек и Да. возможности. В принципе, можно оформить свой цветник по-разному. Получается, здесь первый ряд у нас будет низкорослые, потом вторым рядом у нас будут идти вот эти тысячелистники идут, да. Я еще тут приготовила. У них высота примерно полметра, да? Где-то 60 сантиметров. Я еще приготовила, это очень наше редкое растение, очень красивое. Это жарок. Это жарок, он размножается семенами. Он как раз, коробочки вот образуются, да. А вы их собираете? Да, собираем, и, ну, в основном это... И на зиму где вот хранить можно, допустим, в холодильнике? В коробочки имеете? Коробочки высушили где-то месяц, да, потом уже храним в холодильнике. Да, вот это растение. Нет, это растение, да. Если касаться то есть семенного размножения, то здесь уже намного сложнее, да. Здесь нужно уже учитывать всхожесть, да. Есть растения, которые требуют стратификацию, да. И получается вот именно дельфиниум, жарок, вот эта купальница азиатская, да, водосборы,
Пион тоже близкородственник, да, княжик это близкородственник, это из одного семейства, которые тоже те же прострелы требуют стратификацию. Их нужно сеять осенью, да, чтобы они проросли на следующий год. Получается, им нужна вот такой вот именно шок, можно сказать, шок, да, холодом. Да. Холодом. От вот плюс тогда. 40 к минус 40, чтобы они Вот, чтобы первый они же год росли. перезимовали. Мгм. И уже прям в земле на грядке. Да, тоже посмотрим, да, как это все делается. Так, и я хотела вот эти растения, да, высадить вот так. Петуньки я уберу, вот этот ирис тоже уберется, и вот здесь у меня будут сидеть купальницы. И здесь тоже я немножко отодвину, да, вот этот тысячелистник, да, и будет здесь уже более-менее законченный вид. Вот у нас влага, вода уже ушла, впиталась, да, мы должны потом это все заправить. Хорошенько вот так заправляем, да. Все листья подправили, заправили, немножко утрамбовали, да, и сделали вот такую грядочку, луночку, да. И лунку еще раз немножко промоем листочки, да, вот так еще раз проливаем, вот так. И здесь то же самое. Вот это очеток, он цветет желтенькими вот такими, видите? Вот такими звездочками, да, и после отцветания вот это у него уже коробочки тоже декоративные, видите, они тоже красивые. Вот эти уже давным-давно отцвели, а это боковые, они вот позже начинают цвести. То же самое мы сейчас проливаем. Но, Вот как так. вы сказали, это растение увеличивается в размере вот где-то в диаметре Да, до с возрастом. 40, да? Это 40-50 сантиметров, ну где-то вот так они будут разрастаться, да. Баданчики тоже разрастаются, и потом по мере, да, если будут они уже мешаться друг к другу, какую-то часть уже можно отчекрыживать и уже убирать, да. То есть отчекрыживать, это, как вы говорите, деленку делать, Деленку как делать. делают деленку? Баданчики, они разрастаются, вот этим боком, в бок идут корневища, да. Они разрастаются, потом мы... Нужно его вот так распотрошить, да, и потихонечку, мы аккуратненько. его какую-то часть выкапываем. Допустим, он будет разрастется, да, уже большим становится. Мы посмотрим, да. Если мы это все уберем, то декоративность сразу потеряется. Поэтому мы можем часть убрать, часть баданчиков оставить, да. После выкопки баданы сразу, они теряют декоративность, листья уже немножко подвянут, да, и как бы тургор немножко потеряют. И если мы сразу высадим цветник, он уже будет немножко теряться. Декоративность тоже потеряет, да, поэтому мы можем его отсадить в другом месте, да, и немножко дать прийти в себя, потом уже или осенью, или через какое-то время можем с большим комом земли уже обратно посадить. Или же можем посадить, да, после деленки обратно, но уже знаем, что декоративность немножко потеряется. Екатерина Александровна, вот мы сейчас посадили, это сейчас сентябрь у нас, они будут сидеть в грядке всю зиму. Да, они здесь зимуют, это наши местные растения, они устойчивые. А вы накрываете чем-то, ультрасилом там или какой-то пленочкой? Кроме пионов здесь мы ничего не укрываем. Пионы у нас районные, они у нас укрываются на зиму, в начале октября мы закрываем ультрасилом, потом уже сверху сено закидываем. А инорайонно это имеется в виду откуда-то извне пределов республики? Да. Ага. А баданы, они что? Баданы местные, а в природе они растут в Ленском районе. То есть наши якутские цветы. Бадан толстолистный называется. Как мы делим и как это все мы это... Ну, это интересно, конечно, деленка, допустим. Ну вот еще хочу обратить внимание, ваши дорогие телезрители, на бархатцы. И еще раз напомнить о том, что они имеют свойство не только украшать наш участок. И вот смотрите, сентябрь на дворе, ну вот-вот наступит октябрь, ну не скоро, но все-таки. И посмотрите, как красиво они цветут, эти бархатцы. А они, между прочим, охраняют наш огород, они отпугивают своим запахом, своим ароматом очень многих вредителей. И еще они очищают почву.
И вот такие бархатцы высаживать очень важно и нужно на любом участке. Так, сейчас будем белить баданчик, да? И мы его посадим. Да, допустим, купили, и через какое время он может быть декоративным, да? Вот у меня ножик. Вот мы баданчик решили распотрошить, разделить, чтобы получилось Из одного растения мы хотим получить минимум 2. Да? минимум 2. Ага, минимум 2. И через какое время, да, оно должен быть полноценным, красивым, да? А через какое время? Сейчас посмотрим, если деленка будет достаточно большая, да, то через год, если меньше, то уже через 2 года. Земля достаточно сухая, да, ком уже отвердел, поэтому мы должны его промыть, да, мы должны его увлажнить. Вот эту часть, вот уже видно, это уже другое растение. Вот, видите, у него вот такие корни. Корни достаточно далеко простираются, да, это мы еще отрубили, мы же его копали. Мы смотрим, на какую вот эти деленки мы можем его разделить. Вот примерно прощупываем, да, и уже чувствуется, где вот более-менее слабо. Здесь, видите, у него вот у него основная часть корневища идет, да, и от него отходят вот эти боковые. Если руками плохо отдирается, да, можно вот немножко помочь ножом и вот так. Деленка, да, она, получается, на следующий год будет расти, и к концу следующего года, 22-го, да, или же в начале 23-го она уже возьмет ту красивую форму, да, и можем мы его смело высаживать. Подержите, вот это мы еще поделим, да. Если нету возможности закупить сразу весь материал, да, посадочный материал, можно таким способом, да, разделить и таким способом получить качественную деленку. В общем, займет какое-то время, но все-таки результат потом, ради красоты. Вот видите, у нас из одного растения получилось 3. Вот срезы мы должны обработать толченым углем, древесный уголь обыкновенный, да, мы его немножко. И вот для так. чего это вы делаете? Это для дезинфекции, чтобы у нас наши срезы быстрее срослись, ага, и чтобы быстрее они... Да. Вот так. Все, мы все срезы обработали. Ага, вот так все срезы обработали, и сейчас мы его посадим. Сажать будем. Так, здесь вот эта часть цветника у нас тоже пока временная. Да? Здесь мы... Вообще бадан, в общем-то, в любом цветнике его нужно сажать в первую очередь, да, то есть он будет у края нашего Да. Потому что он не высоко растет, потому что в центр любого цветника мы высаживаем именно высокорослое растение, чтобы было красиво, да? Да, это у нас получается временная посадка. Да, мы тоже все пролили, мы размножили наш бадан. Да, это у нас она будет сидеть где-то год, 1,5 или 2 до того момента, когда мы можем его куда-нибудь высадить на красивый цветник. То есть пока он станет взрослым. Да, обычно после деленки, да, вот эти листья, они сразу болеют, да, и потом уже со следующего года они будут уже более-менее чувствовать себя и дальше будут расти. Мы сейчас посеем семенами. У меня есть семена прострела многодонарезанного. Это семена Нюргухун прострел, да, и они из семейства лютиковые, да, они как раз-то вот и требует стратификацию. Поэтому мы сеем сейчас осенью, чтобы на следующий год она у нас проросла. Да? А стратификация – это воздействие растений холодом, чтобы они вышли из естественного покоя. У растений есть покой, чтобы семена у прострелов, у многих растений, да, у наших якутских растений, да, нуждаются в стратификации. Осень или в середине лета, да, чтобы они сразу не проросли, им нужно прочувствовать зиму, чтобы весной проснуться. Здесь мы добавили песок, перегной, можно добавить немножко золы, да, и вот сделали борозду. Да, я делаю обычно широкую, да, чтобы побольше семян зашло, да. Так делаем борозду, раскладываем наши семена. Она как пух.
Да, у прострела вообще они очень острые. Да, можем даже показать. Он очень острый. Видите, да? И этим острым концом он вонзается в землю, да? И вот этот хвостик, да, он как буравчик вбуривается в землю, да, и достаточно глубоко идет. Обязательно делаем этикетку, да, на следующий год, чтобы не забыть, чтобы вспомнить, да, делаем этикетку и сюда втыкаем, да, и вот так мы должны их прикрыть. И немножко вот так вот утрамбовываем, да, чтобы они не разлетелись. Ну, а потом обязательно пролить. И обязательно проливаем. Но опять-таки вода должна быть, ну, такая, какая есть. Ну, температура, Сентябрь. да, температуру как таковой мы не смотрим. Это семена. Так, пролили. Вот так. Вот, допустим, наши растения отросли, да, проросли целое лето, да, и мы можем на следующий год их выкопать и посадить уже. Здесь это у нас получается детский сад. Здесь у нас самые нежные, самые требующие уход растения, сеянцы будут, да. Потом, когда они чуть-чуть подрастут, да, мы должны их рассаживать. Их рассаживаем вот такие школьники. Вот здесь у вас малышковая группа. Да, это у нас детский сад. Вот здесь мы сеем семенами, да, здесь самая нежная, самая уязвимая часть растения, да, которых нужно постоянно поливать, постоянно следить за влажностью. Если немножко влажность спадет, да, если будет сухо, да, то вот эти нежные корешки они могут быстро высохнуть. Поэтому мы должны каждое целое лето за ними хорошо ухаживать, проливать. Каждый день поливать. Где-то через день, да. Некоторые сеянцы могут, да, растения сразу зайти, некоторые нужна еще год или 2 года стратификации. Тоже мы должны их ждать. Да, допустим, я вот здесь прострел посеяла, да, он не взошел в этом году, на следующий год я его жду. Скорее всего, он на следующий год и выйдет, да. А вот этот геморракалис и ириса, они сразу же взошли. Вот они у нас просидели целое лето, и на следующий год весной, да, мы должны их пересадить на школьник. Это такое вот временное место, которое для того, чтобы наши растения окрепли, да. Мы выкопали и вот так пересадили их. Это у меня школьник. То Да. есть среднее звено. Ага, Это перед посадкой уже в клумбу. Некоторые растения можно уже быстрорастущие культуры сразу отсюда уже пересаживать в клумбу, но некоторые растения нужно еще подальше, да, когда они отрастут, еще подальше рассадить и потом уже пересаживать в нашу клумбу. Это зависит от вида, от культуры растения. Покажем, как правильно уложить бордюр. Для чего этот бордюр нужен в первую очередь? Бордюр нужен для того, чтобы ограничить естественный газон или сеянный газон от цветника, чтобы наши многолетние вот эти газонные растения, да, они корневищами не переходили на наш цветник. Обычно глубина, да, проникновения корневища, да, где-то вот на сантиметров 15-18, да, и толщина вот такой 20-сантиметровая ширина, да, бордюрная лента, она прекрасно справляется с нашими сорняками. Вот у меня идет эконом-бурьян, это обычный линолеум, такие полосы, да. Берем лопату, да, мы примерно знаем края нашей цветника, да, вот так дальше, вот так идет, да. И делаем вот такие подкопы, да. Так подкапываем, да. И это убираем, допустим, вот сюда, да, я убрала. И вот, да, край должен быть прямым, чтобы бордюрная лента у нас лежала перпендикулярно прямо к земле. Вот, раскатали, да. Бордюр должен немножко чуть-чуть выходить за пределы. Если он будет глубже, да, то через верх корневища могут перепрыгнуть, да. Конечно, ага. И вот так закладываем. И таким образом, да, можно вот так все переложить и вот так Ну, все. в принципе, любой формы даже можно это придумать. Да, любой. Не только это будет квадрат или прямоугольник. Это может быть, наверное, и круг. Цветник, он может быть разным, да, может быть где-то в центре стоять, может у забора стоять, может перед домом стоять, да, это зависит от ваших возможностей, да, и от вашей фантазии. Потом цветник желательно, если это
сухолюбивые растения, не выносящие застой воды, то есть цветник должен быть на сухом месте, и чтобы не было вот весеннего застоя воды. Пиону плохо переносят, бадан плохо переносит вот эти суккуленты. Да, застой воды. Застой воды вот кратковременный, да, может прекрасно с ними справляется. Я всегда смотрю на природу. Вот это природные места обитания этого растения. Допустим, ирисы. В саду есть ирисы, которые переносят влагу, да, это влаголюбивые. Есть сухолюбивые ирисы. Тоже смотреть на их биологию. Ну а в среднем вот этот цветник вы как поливаете? В среднем я цветник поливаю 2 раза в неделю. Если очень сухо, то 3 раза в неделю. Да. Я обычно проливаю достаточно хорошо, чтобы влага дошла до сантиметров 20, потому что основная масса, вот эта всасывающая масса корней находится на глубине 10 сантиметров. Получается, мы должны его хорошенько пролить. Если дождик был, дождик, в зависимости от того, насколько она дала нам воды. Иногда бывает, что дождик прошелся, 2 капли. да, и 2 капли. Обычно мы берем, да, обычный наш влагометр, это наши руки, да, и вот так примерно должны прочувствовать. Если на глубине, да, где-то 5-6 сантиметров чувствуется влага, да, то цветник он увлажненный. Если влаги нету, да, то нужно уже хорошенько проливать. Допустим, на одном цветнике сидят разные группы растений, да, то можно той же бордюрной лентой, да, делать вот эти зонировать цветник. Допустим, вот в первой части, да, будут низкорослые сухолюбивые, какой-то в средней части будут более увлажненных мест. Да. Можно вот так зонировать и вот так порционно поливать. Допустим, по средам мы проливаем весь цветник хорошенько, да, допустим, по субботам мы проливаем только вот влаголюбивые, а сухолюбивые уже оставляем. Вот так. Можно выйти с ситуации. Екатерина Александровна, большое вам спасибо. Мы наверняка, лично я узнала очень много полезной информации, как высаживать и как ухаживать, главное, за нашими посадками, за нашим цветником. И как устроить цветник. Я так думаю, что если есть дача, значит, должны быть цветы.